Так, друзья, сегодня вот решил показать вам еще про вино. Вот такие вот мне штучки купили, гидрозатворы. Очень вещь удобная, потому что перчатка или шланга в банке так не покажет, как вот это. А тут прям видно. Вот где уровень уже сходится на одном уровне водичка. Практически там уже, ну немножко, хотя есть еще давление видно. То есть она уже такая медленная стадия брожения, или еще называют яблочно-молочное брожение, когда вот эта вот кислота преобразовывается, становится приятно. Это у меня вторая партия вина. А вот температуру сейчас покажу. 22, по-моему, градуса здесь. Вот, первый у меня розе сделал, сам того не ведая. То есть отжал сок и оставил без мезги бродить. Здесь у меня уже на мезге стояла, она бродила. Вот тоже видно еще, живое пока бродит. И она уже гораздо такая, цвет уже насыщеннее и вкус. В общем, понравился мне результат, оно не такое кислое на пробу. И вот решил еще винограда докупить маленько. И поставил еще здесь вот, оно у меня уже тут уже я сделал с холодной мацерацией. Это то есть она у меня в подвале 13, при температуре 13 градусов примерно 7 дней стояла. Теперь я его вынес, потому что что-то не хочет оно там бродить. Хотя говорят, что должно. Но у меня, наверное, терпения не хватило. Вот я его занес. Здесь уже температура. Покажу сейчас. Примерно 18 градусов. Ну, да сейчас даже один открою. Покажу. Почему-то этот гидрозатвор пока не показывает здесь сильно особо. Может, оно еще не такое интенсивное брожение. Ну, если вот, ну, видно, что мезга уже поднялась. И пузырьки, видите, да, какие пузырится так сильно. Вот это надо делать сейчас постоянно, чтобы чем чаще, тем лучше. Топить вот это вот, чтобы не окислялось. Мезгу, шапку. Вот чем я и занимаюсь. Ну, вроде, слава богу, забродило. Все на диких дрожжах. То есть никаких добавлений, ни сахара, ни воды, ни дрожжей. Чисто виноград и больше ничего. Не серы. Вот. Ну, с Божьей помощью все вроде как получается. Всем мира и добра. До следующих встреч.